Мы в Якутии, и вот такая рыбалка здесь. О, смотри, какая щука. Морской налив. Вот этого поросяска. Ни хрена, бля! Ну что, друзья, на этом месте у нас начинается опять новое же приключение. Мы едем на рыбалку, на трофейную рыбалку. Рыбалку на налима, который вас будоражит. Это какая рыба, как у него печень, для чего она. Мы постараемся в этом выпуске на все найти ответы. Мы поехали. У него Ерлан, Серафим. становимся. Здорово, парни. Привет, Как привет. настроение? Выехали. Мы едем на рыбалку. На рыбалку, так. К Серафиму на родину мы едем, да? Мы на Серафим? рыбалку едем. Да, кстати, ребята, мы едем на рыбалку на малую родину Серафима, где он родился и вырос. Это поселок Кальвица напротив Сангар. Как раз таки сейчас ход налима идет. Ты весы взял? Если взял. Будем как раз мерить трофеев. Ну, добрую дорогу. Алга. Мы готовы. Андиама. Андиамо. Обещают парни трофей. Посмотрим. Как ты вышел? Вот этот квадроцикл баги несем нашему, моему дяде, а он купил это для своего сына. Он будет бороздить простору Кокуя. Так что эта поездка, тут, как говорится, это с пользой. Это вот как раз таки слово о том, что настолько рассудительный северный народ просто так холостую ничего не делает. Казалось бы, любительская рыбалка с друзьями поехали, но мы тут делаем большую пользу дяде Серафима. В северных условиях доставка техники, такие отдаленные поселки, это еще история, поэтому, можно сказать, с большой пользой. У нас дух Баяная, он любит мучное, чай и сладости. У нас есть конфетки, естественно, мы обедку не оставляем. Берем конфетку. Дух Баяная в образе птичек, зверюшек пойдет и примет наш дар. Удачно. Республика Саха-Якутия. Крупнейший регион России и один из самых суровых на планете. Здесь тысячи рек, река Лена, Вилюй, Алдан и сотни их притоков. Огромные озера и нетронутая тайга. Поехали на зимник. Эти воды по-настоящему богаты рыбой. Нельма, сик, ленок, таймень, карась и многое другое. Но зимой все меняется. Под толщей льда начинается своя жизнь. И главным трофеем на сегодня для нас становится налим. Это единственная пресноводная рыба из семейства тресковых, которая любит холод и становится активной именно после крепких морозов. Чем дальше от города, тем выше шанс на настоящий трофей. Мы отправляемся из Якутска туда, где заканчиваются дороги, в поселок Кальвица, за одной целью – за трофейным налимом. Первая контрольная точка на нашем пути – это Сангар, районный центр Кобяйского улуса. Вот открытые ворота. Здесь мы оставляем квадроцикл счастливому владельцу, так как привезли его в сюрпризе.
Еще чуть-чуть и скоро будем на месте. Оторвали скрепление бочки. До Калица осталось совсем чуть-чуть. Тут между Сангар и Калица полчаса примерно езды. Немного не доехали. Стропу порвала от бочки. Заезжаем в Кальвицу. Только это старая Кальвица. Она уже переселена на новое место, так как здесь все время топило, да, Сима? Каждую весну тут топило, поэтому Кальвицу переселяли. Это главная улица старой Кальвицы. Это было вообще наоборот территория школы, вот это. Да. Налево. Центр, да, почти? Вот это центр, главная улица была. А вот тут дорога куда Это пробита? магазин. Колку, Габей, дальше. Габей дальше, ага. Какая красивая, широкая улица, да? И жизнь кипела здесь. Рыбозаготовка, да, была? Да, тут завод был, который там учил северные районы, вот Жиганский, Тиксинский, как надо рыбачить по сетями, которые большие, Мунха называется, Угарба называется. Они даже не деды наши, дяди уже, их отцы, мой отец тоже в рыболовческом обществе работал. Нет, туда не иди. Создали вот и уникальный, Говори. методику, которая рыбу ловить крупными партиями. Ну, это рыбзавод был, это не только Кобяйского района, это был по всей республике. Вот, когда вот наши дяди, да, отцы, они поехали, вот озеро Неджили, у них были только сети. На сетях рыбачили только, а потом вот, некоторые может услышать потом, не, на самом деле нет. Вот все вот промысловая, которая по большей части, да ну ладно, что ты творишь? Мы сели. Чуть прямо делаю руль. Все. Просто с колеи немножко утащила. Такая речушка маленькая на выходе. Чуть-чуть. Прям стащила. Ну, чуть-чуть бы, если на тоненького. А если бы, стащили бы хорошо, там если бы всю ночь копались на бы там. сантиметров 30, еще на полметра туда, Мы там ночевали. Развлекались бы долго. Нет, выехали, через сколько часов приедут. Здорово. Здорово. Мы хотели же вещи выгрузить сначала. Это что? Это тебе вот подарок. О, красавчик. Потом новая деревня. Да, туда-сюда. Все есть здесь. Вот, маленькая деревня. Представь себе. Вот смотри. Когда приедем. Эй. В каждом доме, несмотря на малочисленность деревень, такие аккуратные дворы, чищенные, да? Лед везде. И гостеприимные хозяева.
таких рыбешек будем ловить. Просто, чтобы вы понимали, что мы делаем. Сейчас нормально, да? Пусть нам тоже повезет с такими трофеями. Жеребятина. Ну, очень поздно приехали. Уже час ночи. Шепотом разговариваем, чтобы не тревожить домашних. Поэтому тихо сейчас чайку попьем и спать. Так, у нас сейчас время 20 минут второго. Через 5,5 часов нам вставать и ехать на Буране. Где-то 1,5 часа на место рыбалки. Завтра у нас тоже такой день очень насыщенный будет. Так что засыпаем, спокойной ночи. Утром увидимся. Выспался, Мирон? Выспался? Вот так. Кто-то ночью мне все равно в бок колол. Ну да, кто-то мне спать не давал всю ночь. Сейчас этого человека тоже буду в бок колоть. Суп из сахатины. Кальвице. Небольшое село в Кобяйском улусе Якутии. Она расположена в пойме реки, среди тайги, вдали от больших дорог. Сегодня здесь живет около 150 человек. Раньше село называлось Харба-Бюре, но позже было переименовано в честь полярного летчика Отто Кальвица, погибшего в этих местах. Жизнь здесь всегда была связана с рекой. В советское время в поселке работал рыбозаготовительный участок, фактически небольшой рыбзавод. Но у такой близости к воде есть своя цена. Весной река регулярно выходит из берегов и поселок не раз затапливала. Поэтому с 2012 года началось постепенное переселение жителей на более высокое место. И в 2018 году последний житель поселка покинул старую Кальвицу. А старый поселок в общем остался как напоминание, что природа все-таки сильнее. И именно отсюда мы поедем туда, где до сих пор водится крупная рыба. Что, одеваемся потеплее? Так, ну что, у нас утро настало. Сейчас надо одеться по-боевому. Хотели вчера пораньше выехать. В 5 проснуться, но уже почти 8 часов. Утренний клев проспали, но тем не менее надо ехать. Короче, где Игорь сидит, тот Бран первый едет. Первая техническая остановка у нас. Надо тут духом подношения сделать. И потом давайте познакомимся теперь с командой. Начальник рыбалки у нас Арылхан, он же Гена, он же главный Булчут. Замначальник рыбалки Серафим с города, который с нами приехал. А Серафима брат родной Артем. И Кеша, друг Серафима, тоже местный. Это получается кто? Зам начальника. Один простой я.
Зампред. Зампред. Вот такой дружной компанией мы едем на рыбалку. Ребята говорят, что нынче клёва нету. Маленькие рыбки вот такие ловятся. Какой Кеша показал? Ну, вот такой маленькие рыбки ловятся. Ну что, мы городские, на такой и даже рады. А я на такой рыбалке вообще ни разу не был. Надеюсь, вы меня, парни, удивите, да? Ну, если Байнай даст. Да. Свежая печень налима будем. Метр 180. Толщина. Рыба. Так, спустя мы добрались до воды. Вот, смотри. Вот песня, которой мы работаем. Вот где вода. У меня рост 1,84 м. Вот толщина льда, ребята. Рыбачим. Где это? Печку. Чуть-чуть этого. Ардага. Ванька. Вот ты мне скажи, бизнесмен. Видишь, вот это. Давай. Вот она щука, смотри, видишь? Да. О, смотри, какая щука крупная. А? Ага. Во. Идет. Налим. Вот смотри. Поймали! Мирлан! Вот такого налива. Поймали. Сейчас сразу добываем Максу. Вот она где. Печень налима. Макса. В городе стоит 2500 килограмм. А мы здесь бесплатно. Вот тебе Макса. Чу! Руки коченеют, да. Ветер просто. Если ветра не было, и мы это приманку делать будем. Кусочек мяса. Все. Парни поставили вторую палатку. Щучку поймали. Без шапочек сидим. Все, Макса готова. Только что плавала. Так, ребятушки, мы это дело не пропагандируем, но на рыбалке, когда вот такая закусь, наисвежайшая Макса, только что выловили, сами видели, да, кадры. Тут же спороли, вот замерзла.
И под это дело надо чуточку для здоровья. Что мне простыть. Желаем всем вам Хорошего отдыха. всего хорошего и чтоб побольше. Давай. Не болейте, парни. С праздником этот наступающим женским днем. Ох ты, подлиза какой, а. Давай, 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 давай. Вытащи, вытащи. О, такая штучка. 2,5. Нормально. 2 килограмма. Трешка есть. Ну, вот, берешь. Железная трешка. Мелкий. На улице. Ухрачан. Жушка, жушка. Камераман. Ну что, мой первый улов. Парни тут без палаток устроились. Вот так забаррикадировались от ветра. Второй улов, отлично. Вытащил красава. Фух, Личный рекорд. да, Такую большую ручку. очень приятно поймать. Теплота. После рыбалки придем, это генератор этот заведем, где примерно где-то заправка на 4 часа есть, говорят. Любителям острых ощущений. Паша, да, Игорь. 83-го. Едем на утреннюю рыбалку. Друзья, доброе утро. Мы уже на месте, на рыбалке, второй день у нас. Рыбалка любит терпеливых. Вот вчера мы уехали, Артем остался. Смотрите, каких поросенков он наловил вчера после нас. Вот какие огромные заливчики. Вот этот вообще огромная башка. Вот она. Какие, смотрите. Просто, килограмм на, я так думаю, на 10 точно. Смотрите какой. Хо-хо-хо. Так что, Игорь, бери удочку, Да. садись рядом. Надо садиться. Вот это, Я хочу такого же. вот это вдохновение нам с утра.
Первое есть у нас сегодня. Счастье-то какое! Вот она. Это килограмма 4 есть. Второй есть. Второй есть. Вот так. Намотал леску всю. Так, друзья мои, это третий по счету. Свет мой зеркальце. Ну что, уходим, да, братик? Давай сюда. Как калиброванные. 3 одинаковых. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Процесс идет полным ходом. Только что вытащил он 4-ю. Снасть вообще примитивная настолько. И там щучий глаз. Щучий вчерашний улов. Лунки за ночь замерзли. О, Ну. Игорь, молодец. Вторая. Вторая щучка. Я первый раз на зимнюю рыбалку такую вот щуку ловлю. Круто. Круто. Ты понял, да, что не Да, надо, когда тянуть вот сразу, да. напор не отпускать. Он же, когда у него тянет, он рот открывает, немножко, все равно это барахтится. Вот когда ты отпускаешь вот эту слабину, ну этот напор, она Дергаться начинает и вытряхивает. Ага, да. Вообще. Первый раз в жизни я так вот на зимнюю рыбалку ловлю. Вот сколько она? Килограмма 2? Ну, ага, примерно. 2 килограмма. Я летом даже такую не ловил. Охренеть, да. Вечером у тебя будет налимом Налим еще, по да? 7 килограммов надо вытаскивать. Там уже другая удовольствие. Сейчас поймал, да? Ага. Повел. Ты тоже там, да, щучку вытащил? 4? Серьезно? Серьезно? По 5 килограммов 4 штуки. Перемещение у нас. Мы будем немножко двигаться, переставляться. Вот такими надо пользоваться. Вот это пищня, Буры, да. эти 200-е, 180-е, шнеки. Не вылезает. Вот смотри. Такая голова не влезает на 200-й бур. Поэтому пищней приходится орудовать. Поэтому вот этими прорубаем. Это вот мои 4 утренних. Эти налимы. А вот это вчерашние щуки наши. Игорь осваивает технику. Баранину будем, да? Я поэтому специально не кушал. Как будто трезвый ген. Я сегодня продаю. Я немножко решил прогуляться. Много сидим. Поэтому надо ноги поразмять. Деревья какие здесь. Прямые, высокие. Ладно, мы готовим барашка сейчас. Баранина собственным сапогом. Ни капли жира. Казан застелил вот так жирком вниз, чтобы она чуть-чуть вытопилась.
Во время обеда она 3-4 часа никакая рыба не клюет. К этому время мы приехали вот тут избушки, пообедать, отдохнуть, погреть. Берлана! У нас там уже есть. У нас жир натопился. Теперь нам надо в этом моменте чуть-чуть подсолить мясо. Чеснока много добавляем. Чувствуется явный аромат чеснока. Значит, мы открываем, берем и размешиваем. Смотрите, сколько жиру дало. О, как сочно все готовится. Как я все люблю это. Размешиваем. А как мы это любим, Мирлан? Смотри. Вот, показываю, да? Вот, чеснок уже все. Мягко, но весь аромат, все, что она могла выдать, все выдала. Теперь добавляем лукреция. Вот это блюдо жаркое, оно готовится на очень сильном огне и готовится очень быстро. Мясо сверху коркой обрастает и все сырое. Но в нашем случае у нас условия не те, поэтому мы готовим методом томления. Пургитте! Мясо частично готово. Об этом свидетельствует ребрышки, уже которые голились. Обернусь, перевернусь. Добавляем картошку в этот момент. Повернусь. Закрываем на полчаса и забываем. Вот это шикардос. Мы еще сюда оладушки, кокуски, которые нам Кеша привез, положили, чтобы они подогрелись, впитались ароматом. Ставим на стол. Дал ноги! Картошка у нас чуть-чуть подморозилась. За красивую готовку. Где-то часа 3 уже у нас. У нас уже после обеденный клев. Сейчас должен начаться. Ребята вон буран заводят. На одном буране, да, пойдем? Не, на двоих. Ты на этом садись. Сейчас он перевернется. Повернется. Вот мой якутский друг. Якутские якуты. Якутский якуты. Сейчас на буране он перевернется, а потом я подсяду. Так иногда на буране катки переворачиваются. Буран на бок положил. И вот надо катки перевернуть. Потом место поставили. И все. Я когда на обед уходил, я специально оставил удочку вот в таком положении, чтобы рыба не унесла. Вот. Сейчас посмотрим. Пусто. Ничего не поймалось. Где-то пусто, да? Ага. Смотрим у Кеши. Аня, пусто. У Кеши тоже пусто. Сейчас покажем, на чем мы ловим. Мне вот удочку дали. Чисто деревенская удочка. Палка, гвоздики. И вот у меня наживлено вот, Деньги. крючок, монетки, чтоб стучали. И там кишки налима. Арулхан, покажи свою снасть. Мои простые, блесна. Арулхан на блесну, на серебряную рыбачит. Вот крючок Он здоровенный. нацелен на щуку и на налима одновременно. Вот, видите, да, опять толстенная леска. Вот теперь сравниваем. Деревенский багор, обычный деревенский багор. Арматура, шестерка загнутая. И вот палка вот таким способом сделана.
Теперь то, что у нас продается в магазинах, да, Багор? Вот он. Это Кешин трофей. Он говорит, что ты его на лунке, да, поймал? Нашел. Да? Ага. Из- Да, в прошлом году было. В прошлом году в ноябре достал, да, из-под воды. Ага. Вот это получается вот сравнение. Деревенский багор, магазинный багор. Ну, магазинный багор, он трофейный. О, вот это трофейная щука называется, ребята. Смотрите, какой большой. Весы есть? Ну, 10 есть, да? Да, десятки есть. Точно есть. Артем официально свой рекорд перебил во время конкурса «Большой хвост». Теперь нам, чтобы перебить, выиграть в номинации «Самый большой хвост», мы должны поймать больше, чем эта рыба. Аю-ая. Разведка дальше идет. Вот первая палатка, вот вторая палатка. Разведываем. Огромная щука, которая была поймана, нас вдохновила. Друзья мои, смотрите. Леска какого размера. Просто леску оборвал. Блин. Вот это мой трофей был бы сейчас. Вот сейчас Артем поймал вот такого карасяндра. У меня рост 1,80 м. Вот примерно, да, вот можете представить, да? Это просто огромный поросенок такого размера. Ну, наверное, примерно такой же был, наверное, у меня сейчас. Блин, блинский. Блин. Друзья, мы сейчас на ужин будем делать национальную рыбалскую еду огурчан. Все, которые живут в Якутии, прекрасно знают, как это слово звучит огурчан, да, и как это вкусно будет. Желудок этого и... Вот. Печень щуки. Жарить. Так что не идуйте. Кишки, Вот. щуки, икра идет, желудок идет. Этого делаем и пока туда этого им. Во, смотри, Кар. Вот открой желудок. Это покажи, щука, покажи, щука что лежит. По-любому. Маннаур. Смотрите. Гена там. О, Маннаур. смотри. Гена Маннаур. О, маленькая щучка. Вот такие у нас Маменький. мамки. Ой, вкусный огурчан будет. Вот это Гена. вот. А? Чешатаналы. Вот так-то? Да. Чешую. А ты чешуя вот так-то. Самое вкусное блюдо, которое я пробовал на рыбалке. Если там остались. Ну, потому что... Маша. Получается вот так. Вот тоже вот. Или Бываем тоже. остается вот чистым вот. А вот печень вот. Смотрите. Вот желчь. Надо его убрать. Отделяется сама сюда. Вот. Ставим на печку. И начинаем резать вот такими кусками. Вот. Без масла даже, можно просто вот так. Ну, без масла у нас же есть жир. Сразу свой аромат, свой вкус. Легко, естественно. Когда будет испаряться уже вода, начинается уже вот закидывать на сковородку. Лопатку на... Ну как будет? Вот. Не трогайте парня, который готовит.
Берем микро. Будем соль сыпать на глаз. Положили тут лепешку, чтобы парились. Иннокентий Дьяконов. Вот, где наш. Сколько район деревни приехал и вот для вас Вот готовил. Друзья мои, вот это блюдо, оно готовится на месте рыбалки, огурчан. Это внутренности щуки. Очень наивкуснейшее блюдо. Это просто надо делать во время рыбалки летом и зимой. Это очень вкусно. Ни в каком ресторане в мире такого блюда нет, потому что это рыбацкое блюдо, которое готовится на месте. Приятного всем аппетита. Вот и мой час настал. Это мой налимский. Кедыч, давай выйдем на улицу, заснимем это дело. Я вообще Морской налим! вот этого поросянска я сейчас вытащил. Самый большой налим на сегодня вообще за время рыбалки. Блин! Вот Полем, как вот- говорится. Вот это кайфецкие ребята. Вот говорится, просто смотрите. полем! О, это вообще. Вот Это вообще. Все. ваши ощущения. Наши ощущения вообще непередаваемые. Рыбачим дальше. Сейчас покажем, на что я ловлю. Сейчас покажем. Вот, смотрите. Паруха мне вот такую стуколку дал. Третий по счету. Ни хрена, опять поросяндр. Давай, это багор. Капец. Ни хрена себе! Ё-моё, еще больше! Ёлки-палки! Ни хрена, бля! 4 налима за сегодня, 4 щуки больших. Вот это трофей, да. Я счастлив. На этой рыбалке самая большая, вот она. Короче, ребята, вот это на одной лунке вчера Артем 6 налимов поймал. Я сегодня с утра 4 щуки. И вот 4 вот этих налимчиков. Налимчики маленькие. Вот сколько это ловит? 11 880. Это тяжелый. 9 800. Бля, на 500 грамм меньше. Мирлан, сам себе приз даришь. Вот твой налим. Вот один, вот там второй. Ну что, мы собираемся. 2 дня прожили в избушке. Вообще шикарно. Сложновато, конечно, спать толпой. Вот так вот мы. Сегодня 7 человек, да, у нас тут разместилось. Ага. Вот так вот. Штабелями. Похрапывая, посапывая, пинаясь, толкаясь. Ну ничего. Выспались. Место очень уютно, парни. Спасибо за гостеприимство. Вообще здорово нас встретили. Прям супер. Уже приглашают и осенью, и летом. Тут и Сехаланхо будет как раз. Да. Кобяйска проходить. В Кобяйском районе. Круто. Поэтому приезжайте, Да? подписывайтесь, ставьте лайки. Да. Погодка сегодня шепчет. Ну, как и все эти дни, в принципе. Место просто, конечно, очень уютно у парней тут. Тепло в доме. Ну, конечно, печку приходится потапливать, просыпаться. Тёма, хозяин, вот постоянно бывал за ночь раза 3. Мы как туристы немножко. Ну, хотя тут парни все опытные. Просто дрыхли без задних ног. Он несколько раз просыпался. Я просыпался сегодня, потапливал. Чувствую. Ну, как тут правило, кто замерз, тот и топит. Поэтому вот сегодня я замерз, подтопил. Ну, дрова. Дали мне валенки. Моих все-таки холодновато. Современных валенках. А это самая надежная, самая крепкая от морозов стойкая обувь. Ну, не считая унтов, конечно же.
прежде чем уехать, мы, конечно же, поблагодарим от чистого сердца эти места, эту природу, эту протоку, этих людей прекрасных за такой прием. Баянаю, что он не оставил нас без улова, с трофеями нас домой отправляет. И все, что куда не приезжает в Якутию, в общем и целом, да, она такая душевная. И вот всегда уходишь с таким горячим сердцем. Всех благодарю. Улахан Махтав. Наконец-то за столько лет в Якутии я впервые попал на такую вот трофейную рыбалку. Хоть и не сам поймал крупные экземпляры, но пару щук. Больше 2 килограмм я никогда не ловил, поэтому, в принципе, у меня это тоже большой прогресс в рыболовном деле. И все, мы собираемся, едем домой. Ехать нам весь день до Якутска и еще, наверное, полночи. Ну, посмотрим. Чем я налимы. Не застыл еще. Вот так, друзья мои, прошли у нас 3 дня, 2,5 дня рыбалки. Вот такое количество рыбы поймали. Самый трофейный налим у нас 11 800. Самая трофейная щука это 9 900. На 3 дня это плохо или хорошо, много или мало. Пишите в комментариях. Обязательно напишите, с какого региона и какая у вас рыбалка. До новых встреч.